Все, фотографии. Все. Но у меня не показывает. Все, начинай. Там показывает, Сергей? Нет, не идет ничего. Все, пошло. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня политические расклады со мной, Андреем Даниловым. В общем, события последнего месяца, недели и актуальные для нашей республики, а также Российской Федерации. Что ж, мы пока экспериментируем немножко с форматом, поэтому я буду подглядывать в телефон. Начнем, пожалуй, с местных новостей. Это 26 апреля у нас прошли выборы в Нерюнгринском районе нашей республики. Как вы все знаете, выиграл кандидат Роман Шегельняк с отрывом, точнее с результатом 42,34%. Второе место занял Андрей Дорогань, выдвинутый ЛДПР с результатом 31,78%. Андрей Лихчило от «Справедливой России» набрал 10,72%. И Валерий Рига 8,62%. Что ж, что мы можем сказать по этим выборам? Андрей Дорогань был выдвинут хоть и ЛДПР, а от КПРФ не было кандидата, но все прекрасно понимают, что Компартия поддерживала в этом случае кандидата от оппозиции. Если мы вернемся на месяц назад в славный город Якутск и посмотрим на выборы, которые прошли здесь, и что говорили по итогам этих выборов, то мы увидим, что на нашем политическом, так сказать, Олимпе, не Олимпе, скажем так, на политическом небосводе появились новые фигуры, новые интересные люди. И они начали, скажем так, говорить, что кандидат от КПРФ Сава Михайлов оттянул голоса, так сказать. От кого это было слышно? Это было слышно от «Справедливой России», в том числе от их кандидата и от их лидера. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом, то мы, естественно, видим, что через месяц буквально происходят выборы в Нерюнгринском районе, и кандидат от «Справедливой России» вместо того, чтобы объединиться опять же с оппозицией, о чем все время говорили, идет самостоятельно и оттягивает проценты у кого? У оппозиционного кандидата. То есть не выступая единым фронтом против Единой России. То есть мы здесь видим четко поставленную задачу от партии власти оттянуть проценты. При этом самом мы наблюдаем, что то, что они не готовы к объединению, то, что говорили по итогам выборов в городе Якутске, оказывается полной, извините, так сказать, фальсификацией с точки зрения логики, с точки зрения избирательного процесса. Если же объединились бы на этих выборах, «Справедливая Россия» присоединилась бы к альянсу, в котором был Андрей Дорогань, то вполне могли бы сломить ситуацию в Нерюнгринском районе в свою пользу. Но, опять же, мы видим то, что видим. Победила партия власти от того, что оппозиция не смогла объединиться. Следовательно, все, что было сказано по выборам в городе Якутске, полная ерунда, потому что никто объединяться на самом деле не хотел и использовал это только в своих политических целях. И для красного словца заявил о том, что они оппозиционеры, мол, объединили оппозицию и смогли, понимаете ли, набрать 30 с чем-то процентов. Идем дальше по событиям. Также на этой неделе было выступление президента Российской Федерации. Называется «Ежегодное послание к Федеральному собранию». Что мы видим конкретно этого собрания? Во-первых, президент выступил больше с отчетом о деятельности за прошлый год. Огромный пласт этого послания был сосредоточен конкретно на проблемах медицины, здравоохранения, коронавируса и всей этой ситуации касательно новых вызовов времени, связанных с медицинским обслуживанием. Поэтому, на мой взгляд, послание больше напоминало отчет о проделанной работе. Также я хочу заметить, помните, лет 10 назад
даже больше, говорили о стратегии «Россия-2020». Касательно этого мы можем видеть то, что перенесли все эти национальные, другие проекты, в том числе партийные проекты партии власти на 2030 год. Теперь нас кормят обещаниями, так сказать, о 2030 годе, когда наконец у нас в стране построят счастливый капитализм, или не знаю, как это, государственный капитализм, как это назвать. Что еще? Конечно же, президент уделил огромное внимание раздаванию розовых слонов. В большей степени он озаботился о состоянии молодежи и семей в том числе. Как всегда, были розданы такие льготы, касающиеся, скажем так, поддержки материнства, детства, семьи. Далее идем. Также были затронуты вопросы фальсификации истории, что ее не следует перевирать, что стоит помнить о нашем славном наследии. Но в то же время 12 апреля мы видим, как по всей стране и в республике Саха-Якутия в частности были замазаны буковки на шлеме первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, заметим на минуточку, члена Коммунистической партии Советского Союза. Есть множество версий, но историю перевирать нельзя, и нельзя стирать тот факт, что космонавт первый был запущен именно Советским Союзом, именно народы СССР, благодаря своему титаническому труду, начиная с 1945 года, смогли восстановить страну и через 16 лет запустить человека в космос. Я считаю, что это крайне негативно будет влиять на воспитание молодого поколения, когда люди не будут знать, что какие подвиги совершили их предки, какие подвиги совершили те люди, которые, как сказать, отстояли страну и сделали научно-технический прорыв мирового масштаба. Естественно, об этом не стоит забывать. Тем более в нашей стране действует закон, как я понимаю, о фальсификации истории. Сейчас принимается закон о патриотическом воспитании. И резко очень обсуждается, и вполне себе очень интересно насчет закона о просветительской деятельности. Существуют разные точки зрения. Но опять же, перевирая историю, даже в таких мелочах, стирая, так сказать, наше прошлое, мы никуда далеко не уйдем. Касательно Якутии, не прозвучало в послании президента чего-либо четкого касательно многострадального моста через реку Лена. Сейчас, на сегодняшний день, сегодня мы записываем 28 апреля 2021 года, переправа закрыта и откроется только после ледохода. Сейчас действуют воздушные подушки, но это не панацея. Конечно, какие-то объемы грузов перевозятся, но при круглогодичном, так сказать, сообщении было бы гораздо лучше. Дальше. Президент касался в том числе и экономических мер поддержания предпринимателей. Также президент коснулся вопросов, касающихся, как всегда, прорыва в экономической сфере, обеспечения здравоохранения необходимыми, так сказать, запасами медикаментов и других полезных для медицины вещей, как оборудование и даже банальные маски, в том числе. На это что можно сказать? Естественно, если мы на сегодняшний день не изменим социально-экономический курс, опять же, нашей страны, если мы не, так сказать, не будем использовать полностью на 100% наши недра, если мы не вернем собственность народу, то о каких вложениях со стороны частных компаний в медицину может идти речь? Далее. Естественно, задач было поставлено немало. Посмотрим, как с этим справятся чиновники. Так, следующей темой я бы хотел затронуть съезд Коммунистической партии Российской Федерации. Недавно, буквально на днях, прошел съезд КПРФ, где в очередной раз Геннадия Андреевича Зюганова выбрали лидером партии. Но злопыхатели насчет этого имеют свое мнение, и, естественно, хомячки в интернете начали священную войну. И
Критические комментарии в стиле «пора сменить пластинку» заиграли новыми красками. На что я вам могу точно ответить. Если человек тянет свою работу, если человек готов ею заниматься и партия доверяет ему, естественно, мы должны с этим согласиться и проголосовали на съезде точно так же. А что касается злопыхателей, извините, вам не угодишь, ставь хоть молодого, хоть красивого, хоть умного, красного, не знаю. Вы найдете способ, как критиковать и в какой момент критиковать. Пожалуй, на этом моменте я уже закончу и перейду к другому моменту. Касательно того, что, естественно, партия показала свое единство перед выборами. Показала высокий уровень организационных и мобилизационных способностей. Нам предстоит тяжелая борьба, касающаяся голосования в Государственную Думу. Сейчас региональные комитеты КПРФ мобилизуются и готовятся к тяжелой избирательной кампании. К нам присоединяется молодежь, к нам присоединяются рабочие люди, к нам присоединяются многие представители частного бизнеса, в том числе малого и среднего. Вопрос почему? Видимо, многих не устраивает текущее социально-экономическое положение в стране. Если говорить о социологических исследованиях, проведенных нашим Центром изучения политических процессов при ЦК КПРФ, то облик среднего избирателя коммунистической партии – это человек от 25 до 55 где-то лет. То есть человек уже сложившийся как личность, человек уже имеющий семью, имеющий кое-какой достаток, работающий. То есть столкнувшийся со всеми насущными проблемами, такими как воспитание детей, налоговое бремя и все остальное, касающееся жизни в нашей стране. Поэтому за КПРФ голосуют далеко не бабушки и дедушки, которые приходят на избирательные участки, говоря, где же наш Володенька. Почему я так уверенно говорю? Будучи еще студентом в Санкт-Петербурге, я работал в избирательной комиссии, членом с решающим голосом, и поехал с избирательным ящиком для голосования. И бабушка, очень старенькая, лежачая, говорила о том, что вот, ребятушки, где же у нас тут Володенька, под каким он у нас номером. Это меня, конечно, очень впечатлило, но у бабушки было только одно развлечение – это смотреть Первый канал, Второй канал и еще на тот момент несколько десятков, так сказать, бесплатных каналов. Что же касается, в принципе, нашего праздника 27 апреля. Вчера очень многие общественные организации, представители власти и другие, так сказать, частные лица отметили этот праздник очень широко. Кто-то возлагал цветы, кто-то дома вывесил флаг родной республики. Но мы не должны забывать, опять же, касаемо того, что я уже сказал, что фальсификация истории идет. Помните, кто является основателем нашей республики Саха-Якутия, Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Вообще. Это были Максим Кирович Амосов, Исидор Барахов, Платон Аюнский и многие другие. Все они были членами РСДРП, ВКПБ, то есть они были коммунистами. Об этом не следует забывать. И благодаря Владимиру Ильичу Ленину, Иосифу Виссарионовичу Сталину, секретарю в то время по делам национальностей советского правительства, мы получили в 22 году именно республиканскую форму правления, которую ныне называют, так сказать, в Российской Федерации бомбой замедленного действия. Это не мои слова, это слова президента Путина. Учитывая то, что национально-культурные у нас традиции по всей стране, которую населяют порядка 100 с лишним народов, очень, так сказать, разные, то устройство, выбранное 100 лет назад большевиками, отличается своим,
так сказать, широким применением, и учитывая то, что оно до сих пор находится в действии, в работе, а практика – это у нас критерий истины, то, скорее всего, оно правильное, естественно. Хочу еще раз поздравить вас с Днем Республики и пожелать успехов. Подписывайтесь на наш канал, мы будем в дальнейшем развиваться, готовить более лучшие остросоциальные обзоры. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, нам будет очень интересно почитать ваше мнение, которое может, конечно, не совпадать с мнением нашей редакции, но оставляйте все равно их. Будем вместе работать. Спасибо вам большое, берегите себя.